апианаплакы артели иднакылеит еиуеиԥшым ахырхарҭақәа знапырылаго анапҟазацәа. Урҭ русумҭақәа ҿымҳара ахьынӡарымоу уажәы еилаҳкаауеит. Даур, я знаю, что по образованию вы историк. Да. Но давно ли ремесло появилось в вашей жизни или оно было всегда? Как вообще создавалось это производство? Ну, вообще ремесло, как правильно вы сказали, оно было давно у меня не в мыслях и в желаниях. То есть дома что-то подельничал и так далее. Когда ребенком был, даже что-то делал там своими руками. Отец у меня был с технической специальностью. И поэтому как-то привил вот это вот техническую грамотность. Тогда еще безграмотность, но сейчас, надеюсь, грамотность уже. И вот, и когда-то вот, учитывая, что мы туристическая страна, сувениров своих мало, мы как-то начали вот думать о том, чтобы как бы можно было производить это все здесь. И вот мы начали вот где-то, наверное, 13 или 14 лет уже, наверное, назад. Мы начали вот с этого станка, с одного, называется станок трафаретной печати, для печати методом шелкографии, ну, это в простонародье, а так вообще трафаретной печатью. То есть это такой раритетный станок у вас? Не, он не раритетный, Вы он достаточно... Пользуетесь сегодня? Конечно, он рабочий, работает и еще, надеюсь, будет долго работать. А вот он позволяет печатать, тогда мы печатали только футболки, ну и текстиль. Это любой текстиль можно на нем печатать, в 6 цветов сразу. Вот это наш был первенец, так сказать. Потом мы уже начали расширяться, там покупили станок тампонной печати, сейчас подойдем, покажу вам его. Потом сублимацию добавили, потом керамику добавили, потом лазеры добавили, потом цифру добавили, гончарный цех добавили, деревообработку цех добавили, и так начали развиваться. Больше всего продукции на Печатный, какой цех приходит? Печатный. Ага, он больше всего Печатный, но сейчас столярный начал догонять. Для того, чтобы заниматься ремеслом, нужно набить руку. То есть ошибки были? Очень много ошибок. Мы вот под каждую технологию, допустим, вот что касается, вот, допустим, шелкотрафарета, вот мы приглашали инженеров и технологов, и они вместе с ними, мы не менее месяца, то есть проходило обучение и печать. То есть и до сих пор мы, то есть новая краска появилась, вот краски сзади меня стоят, да. Новая краска появилась, это новые технологии, то есть опять надо изучать, доучивать. Но уже мы сейчас не приглашаем, конечно, так, на старые виды печати, мы не приглашаем специалистов, но сами как-то выходим из положения, потому что сейчас интернет и так далее, все уже намного проще. Ну, настроить любой производственный процесс это не так легко. Очень особенно трудно. Нужны специалисты. Да. Кого вы привлекаете, кто это? Это большая проблема, очень большая проблема, учитывая то, что у нас вот новых специалистов как таковых, да, сварщики выпускаются, да, там маляры выпускаются, плиточники выпускаются, а, допустим, технолог специальных видов печати не выпускается. То есть он даже не то, что у нас, он даже в России не выпускается уже. То есть надо брать молодого человека, обучать его, и он будет продолжать работать. Так практически невозможно найти специалиста. То есть дефицит есть? Очень большой дефицит средних специальных образований. Столяр – огромный дефицит. Нету работников. Сколько у вас работников сегодня трудятся на 8 производстве? человек. Цех у нас специальных видов печати. Здесь печать, трафаретная печать, цифровая печать. И после печати, постпечатная обработка, вот гильотина, допустим, там скрепка и так далее. Альдона, расскажите, какой у вас здесь функционал, чем вы занимаетесь? Значит, я принимаю заказы, пытаюсь понять, что хочет заказчик, делаем электронный макет,
подписываем техническое задание, выбираем материал, и после этого мы приступаем к работе, соответственно. В случае у нас папка-бумага из дизайнерской бумаги. Значит, это вот так будет выглядеть. Это называется трафаретная печать, тип нанесения золотом. Также мы делаем журналы на пружине, журналы на клею, цветная двухсторонняя печать. Да, да. А что больше всего пользуется спросом? Да, в принципе, все. И блокноты, и папка-бумага, и как бы все. Все, что касаемо бумаги, касаемо печати на бумаге, все используется. Сколько лет вы уже здесь 6 лет. работаете? Ну, у вас молодой коллектив, как я У поняла. нас молодой коллектив, мы развиваемся, мы не стоим на месте. У нас есть мастер-класс по глине, мастер-класс, ну, керамика, как говорится, да, мастер-класс по ковроткачеству. То есть к нам приходят студенты, Даурим рассказывает, показывает. У нас есть техника, у нас есть станки, на которых можно реально увидеть и попробовать все это своими руками. Ну вот за сегодня с утра чем вы занимаетесь? Что вы уже сделали? Сделала много чего. Отправила все электронные файлы, отправила счета на подтверждение макетов, на подтверждение файлов. Так что ждем. И Ждем. вот так каждый день? И вот так каждый день, и в принципе до бесконечности мы остаемся, хотя у нас, вернее, график работы до 6, но мы остаемся допоздна, чтобы сделать свою работу. Но это реально, это правда, это без всяких раскрас. Дима, расскажите, какой у вас здесь функционал? Значит, моя основная работа в этой студии – это печать на текстиле. Это самое, ну, первое, с чего мы начинали. Способов нанесения множества на текстиль. Ну, не так много, ну, и немало тоже. Но сейчас я хотел бы показать самый такой основной и распространенный. Он называется сублимация. Это перенос под горячим паром чернил на текстиле. Ну, конечно, если в составе есть синтетика, вот сейчас будем показывать, как мы переносим на специальную, да, футболку, наносить логотип. Сейчас я покажу, как это делается. Так, тут достаточно все просто, тут не нужно какая-то заканчивать какой-то университет или что. Ну, сейчас технологии множество есть. Ну, это самый простой. Вот здесь на специальной бумаге распечатан специальными чернилами логотип, и под температурой и давлением будем переносить его на ткань. То есть очень распространено. А вам вообще каково работать на таком производстве? Ну, как говорится, очень, если нашел работу по душе, то ты ни дня и не работаешь. То есть всегда прохожу, даже если есть работа, выходные, то есть вообще с легкостью, потому что нравится. Здесь у нас цех такой объединенный, потому что здесь у нас лазеры по металлу, по всему, кроме металлу, 3D принтер, печь муфельная. И вот последнее время мы начали изучать тему ковроткачества. И эта работа у нас была издревле, потому что частичка шелкового пути через нас проходила, потому что даже римские дороги, вот Цибельги остались и так далее. То есть эта технология была у нас, но она незаслуженно утеряна, к сожалению. И вот сейчас мы начинаем ее восстанавливать. То есть именно узелковое ковроткачество, не килимное, когда нить утком прокидывается, а именно узелковое. То есть на каждую, вот вы видите основу, на каждую нить основы навязывается узелок, 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 и так создается изображение. Узелки могут быть разного цвета, соответственно, и ковер тоже может быть разного цвета. Пока мы работаем на шерсти, потому что это проще, она толще нить. Планируем перейти к шелку. Там, конечно, раза в 4-5 сложнее все это будет, но надо к этому идти. Это не так легко. Тут терпение, наверное, в первую очередь. Терпение, усидчивость, еще считать надо это. Если рисунок какой-то геометрический, нужно это все высчитывать. Это станок для лазерной гравировки, он гравирует на всем, кроме металла. Сейчас мы гравируем на коробке, на дереве,
Также мы часто делаем для отелей, делаем бейджики, таблички из пластика, также на серебре или на золоте. Ну, здесь вообще много всего можно делать. И обычно еще гравировку на коробках также делаем. Ну вот Очень часто. любой навык нужно развивать. Работаете ли вы над собой? Да, конечно. Я когда только начинала, очень часто бегала, спрашивала, не могла понять настройки, а сейчас, в принципе, уже никому не подхожу, сама делаю. Хорошо. Сегодня, сейчас чем вы заняты? Какой Сейчас здесь это процесс мы происходит? делаем гравировку на коробке на дереве. Изначально мы в деревянном цеху изготавливаем коробку, потом уже приносим сюда и здесь делаем гравировку лазерную. Подготавливаем в программе специально и запускаем сюда на лазер. Даура, вот в гончарном бизнесе у вас два направления. Это вот получается посуда керамическая, сувениры и мастер-классы вы еще проводите, верно? Школа у нас есть для молодежи. И не только для молодежи, для любого желающего. Но я бы бизнесом трудно, это бизнесом трудно назвать, понимаете, очень трудно, с натяжкой это бизнес. Ну вот, например, молодежь у нас обучается 3 месяца. За 3 месяца они, ну, я вам сейчас принесу вот изделие. 3 месяца обучился человек. Да. Да, оно немножечко, ну, форма хорошая, да, оно не отработано по отделке. А мы даем уже то, чем может человек заработать реально на жизнь. Вот керамическая посуда, как часто вам приходится ее делать в объемах именно? Да, в объемах рестораны, кафе, апатские, они обращаются к нам часто, потому что там аутентичная атмосфера, то есть народная такая атмосфера, и они стараются в дизайне тоже следовать этим же правилам, то есть поэтому они заказывают у нас посуду. То есть это стаканы, это тарелки, это соусники там, и так далее. И каждый год они практически обновляют. То есть каждый год летом мы вот на лето, вернее, так скажем, на лето готовим им какую-то посуду. Фактически, мало того, что мы можем изготовить эту посуду, мы можем ее задекорировать, то есть заглазуровать, и далее мы можем ее напечатать, то есть на ней какую-то символику в печатном цехе нанести какую-то символику данной пачки или данного ресторана. А вот вчера достали ахапща, а вот это плафон будет, он, видите, такой с диким краем. Мы все это сохраним. Это будет плафон. Мы еще с ним много работаем. А это ахапща наш сосуд для хранения вина. Вот он еще сыроватый, я его вот сейчас вот доделывал как раз вот тут. Вот есть какие-то мелкие недочеты, надо доделать. Потом он высохнет, вот недели 2-3 он будет сохнуть, потом обжиг. 1050 градусов, и все, можно закапывать землю. Очень часто проблемы многих ремесленников – это сложно найти материалы, высокий труд, в основном ручной, понятно, и в итоге потом получается высокая себестоимость в результате. Вот как у вас с этим? Ну, с этим сейчас у нас стало сложно в связи с санкциями, потому что много материалов, с которыми мы работали, они исчезли просто. И мы сейчас планируем, вот не планируем, а уже ведем активный поиск этих же продуктов и этих же услуг в Турции. Вот переходим на турецкие рельсы, так скажем. У нас продукция с абхазской символикой встречается из Турции, России, Китая на нашем рынке. Проблема. Да, когда, допустим, мы можем сделать сами. Да, но для этого нам нужно, чтобы нас поддержало наше государство и ввело законодательные нормы, как во всех государствах, на ввоз продукции с символикой. То есть таможенные сборы можно ввести на эту продукцию, как в России, как в Китае, как везде. То есть, чтобы защитить местного производителя. Если конкретно говорить вот за аутентичные сувениры, вот Артель создает туристические сувениры? Создает, и Ну и в каких объемах? да, вот точно я вам скажу, вы совершенно верно сказали, аутентичные. То есть
То есть они отражают именно нашу специфику. Именно наш народ отражается в этих сувенирах. То есть то, что привозится, там бывает флаг неправильный, бывает рука неправильно стоит на флаг. То есть есть мелочи, которые они не наши. То есть не так выражают и не так их показывают, как нужно показывать. Мы с этим боремся, так сказать, своими, правда, силами. Спрос есть, но если мы не можем конкурировать с Китаем, и я думаю, что мало кто в мире может конкурировать с Китаем в этом отношении. Если китайский сувенир стоит 10 копеек, наш будет стоить 12-13. Понимаете? Но если на него будет ввозная пошлина за использование символики Абхазии, тогда мы можем конкурировать с ним. Тогда сколько процентов продукции знаю, вашего это- производства занимает на нашем рынке? Очень, если сувенирную вы имеете Да. в виду, то очень мало, очень мало. Но опять же, сувениры, чтобы заинтересовать не только туриста, но и местного жителя. Такие Конечно. сувениры должны быть. Обязательно, совершенно верно вы говорите. Вот мы работаем с Архипом Лабахо, вот сейчас рассматриваем какие-то вещи, он ставит задачи нам, чтобы сделать его фигурки, вот Чика и так далее, всю эту серию фазилевскую, сделать в виде сувениров. Вот мы в этом направлении тоже работаем. Есть сложности чисто технологические, технические, но думаю, что мы решим их. Мы думаем об этом. То есть это как раз будет, эта линейка как раз на местного покупателя. То есть отдыхающий, ну, может быть, там процентов 15-20, там, а в основном это, конечно, местный сегмент. Здесь у нас столярный цех. Тут у вас дерево обретает вторую жизнь, получается. Да. Основную жизнь, можно сказать. С какими видами вы работаете? Мы, в принципе, мы работаем в основном с твердыми материалами. То есть это дуб, клен, груша, такой ясень, такие материалы. В основном с твердыми породами. С сосной мы практически не работаем. И что вы теоретически чаще всего изготавливаете? Это стол, стулья, что? Столы, кровати, что закажут. Раньше этот цех создавался тоже как хобби. А сейчас он превратился в полноценный, в рабочий бизнес. Ну, например, чем вы сегодня? Вот стол стоит. Вот из этой ножки стола будут. Сейчас мы вот с ним работаем. Дерево – это такая вечная мебель? Вечного ничего нет. Да, ничего вечного нету. Но, конечно, оно разов в 10, наверное, прочнее, чем МДФ и ДСП. Конечно, оно и теплее, чем МДФ и ДСП, и практичней. Это как, все только плюсы. Как я поняла, на этом производстве вы и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Да, сейчас, к сожалению, нет столяра у нас, поэтому я временно заменяю его обязанности, его работу. А сколько работников у вас в этом цеху обычно? Вообще двое, да. Вот помощник Дмитрий Квитинья. А я могу спросить о себестоимости такого стола? Ну, в зависимости от сложности работы. 100-120 тысяч. В зависимости от сложности. Чего тут много работы. Еще шлифовать, полировать, покрывать, лакировать. Да, не только с деревом, с Тут очень древесиной много работы. То работать. есть, да, тут составляющих много очень. Вы же занимаетесь реставрацией? Да. Вот винтаж, можно даже сказать, это винтажные вещи. Знатоками они всегда ценились, а сейчас пришла еще и мода. Есть ли спрос? Очень большой спрос на реставрацию. Но мы не всегда успеваем. Потому что реставрация очень сложный процесс. Там очень много составляющих и очень сложный процесс реставрации. Ну, сегодня у вас есть что-нибудь на реставрацию? Сегодня Что вот можно как раз предложить? вот сейчас Дима Квитинья, как раз вот он сейчас вот старый письменный стол мы реставрируем. Вот это процесс, вот представляете, вот там 3 ящика и сам стол. Вот это займет, только зачистка его, займет не меньше месяца. Только зачистка. Я уже не говорю о следующих этапах
Все приходится вручную делать, в основном. Только деревянную мебель или там изделия. Вот готовая, законченная с реставрацией работа. Вот этот шкаф пенал был в ужаснейшем состоянии. Вот мы его привели в чувство. Все, кстати, аутентичные ручки, стекла, все сохранилось, все стоит упакованное. При отгрузке будем уже их устанавливать. А так вот все углы, все здесь было побито. Вот видно разве что-нибудь? Ничего не видно, да? Да. А так он весь побитый был и шашелью изъеден. Модно, практично. Очень практично. И экономично, Он еще столько же наверное. лет, а? Экономично. Экономично что имеется? Нет, реставрация не экономичная. Реставрация точно не экономичный процесс. Он затратный процесс, но хорошо затратный. Но это раритет такой. Да, его стоит. Вот такое стоит реставрировать, понимаете? Дима, расскажите, чем занимаетесь? Я занимаюсь реставрацией мебели. Ага. Еще какие работы приходится здесь делать, помимо реставрации? С чем работаете? Ну, работаю помощником. Вот. Иногда надо что-то потаскать, тяжести и так далее. Сколько лет вы уже здесь работаете? Здесь работаю сколько Да. лет? Уже почти 3 года. Мгм. Ну как вам? Нравится? Нравится? Когда у тебя все получается, естественно, нравится. Ну вы, получается, не только здесь, но и для дома можете много чего делать, правильно? Да. И дома. Это как бы опыт прибавляется, когда Ага, это да. всегда пригодится. Каждый день работаете? Да, каждый день. 2 дня выходных, да, остальные каждый день. Больше 10 лет занимаетесь этой деятельностью. Вы и выше вскользь об этом сказали. Чего не хватает сегодня малому бизнесу в Абхазии, на ваш взгляд? Ну, как и везде, доступные кредиты, защита бизнеса законодательная от извне, то есть чтобы местный бизнес развивался, местные производственные участки открывались, были рабочие места. Рабочие места – это экономика государства. Так, в принципе, работаем. Ну да. По налогам нас сильно не душат, я вам скажу так. То есть терпимо. Не могу сказать, что у нас там страшные налоги. Нормально. Ну вот, конечно, защита от внешнего ввоза – это очень серьезный удар по местному бизнесу.